Привет, друзья! С вами Одинокий Джейсон. Мы сегодня продолжаем уже эпопею с призывом ингушам. Это уже третья часть. И я решил немножко сегодня остановиться на героях ингушей и вам немножко рассказать своими словами про их героическое прошлое. И мне кажется, это очень важен эпизод их жизни, чтобы понять, почему сегодня происходит вот такое вакханалия среди ингушей, и почему они не могут, как вам сказать, я просто не хочу сегодня тоже. Я всегда это говорил, потому что критику никто не любит, никто не хочет его слышать. Конечно, очень приятно, когда тебя всегда восхваляют. Если есть за что, это, конечно, человек заслуживает. Но такой похвалы, если есть за что, если незачем, нам не стоит подавлять их вот этим инстинктам и их эгоизму, их тщеславию, их потекать их дальше этой пропасти. Я всегда говорю, товарищи, ингуши, им сочувствующие, чеченцы, русские, я вам говорю, русский язык не мой родной язык. Я давно не разговаривал на русском. Я не городской житель, я родился в сельский житель, хотя жил в райцентре. Были и библиотеки, кинотеатры. Я как мог, так и просвещал себя, ходил на эти киносеансы, читал захлеб в библиотеках романы. Я, дорогие мои товарищи, не обязан вам быть как под копирку. Я не житель города Москвы и не житель города Ростова-на-Дону. Я родился в чеченском селе Дишни, Видино. Это пригород Видино, да, Видино, можно сказать. Моя история очень, я уже очень, по чуть-чуть, я, по-моему, рассказал все о себе. А мне нечего добавить и нечего опровергать. Я есть такой, какой есть. Может, я не самый идеальный парень на этой земле. Если я был бы таким идеальным, я тут не сидел и вас не занимался бы нравоучением. Я бы, наверное, был каким-то, или, не знаю, актером, кинодраматургом, кинорежиссером, знаменитым писателем. И мне до вас дела бы не было бы. И я жил бы, наверное, своей вот этой роскошной жизнью. Наверное, как вы, болел бы этой звездной болезнью. И как чувствует человек, как вам сказать, как человек, которому пофиг все, я бы ноль внимания обращал бы на эти мелкие проблемы ваши, товарищи, и мне было бы пофиг, что с вами происходит. Дело, так как я вам уже в начале этого видео общем обрисовал свое происхождение, свое проживание и вот свои взгляды. Так что не надо мне никаких претензий. Сперва вам не нравилось, что я заикаюсь. Потом вам не нравилось, что что-то я соплю. Потом вам не нравится мой плохой французский. Потом вам не нравится вот все у вас не в порядке. Может, пора прекратить и обратить внимание к себе. Может, у вас что-то не в порядке. Может, у вас то, что вы пишете, нормальный человек не напишет. Вы больные люди, потому что вы больные люди, потому что человек, который это пишет,
здоровым себя называть не может. Да, это может быть, внешне он, да, он может быть, кажется приличным человеком, может, он хороший семьянин, или, может быть, хороший брат сестре или сын матери, но результат его труда, когда он входит в интернет, когда его никто не видит, и это, когда он занимается подлостью, вот это его настоящее лицо, вот это вот архитектурируется вот этом. Вот он себя раскрывает в полной красе. От того, что я не вижу твоего лица, от того, что я не знаю, как тебя зовут, и как твоя фамилия, и где ты проживаешь, от этого смысл не меняется. Вы понимаете, о чем я? Не меняется. Вы занимаетесь подлостью, мое к вам только презрение. Я своей жизни, знаете, я всю свою жизнь жил среди русских. Если я не был бы, вот если у меня был бы плохой мой французский, я бы и не писал книжки на русском. Я не был бы вот писателем. Я писатель не для вот, как этот ваш Идрис Базорки. Я не такой писатель. Я совсем другой. Я, когда нужно, я и в газетах, везде. Вот никто, даже в моей семье не в курсе, чем я занят. Потому что я это делаю не для славы. Я это делаю не для, вот это, я не знаю, понта. Я только просто, мне нравится, вот когда даже сам себе, когда я пишу рассказ какой-то, и сам его прочту, и мне очень приятно, что, знаете, не какой-то писатель это написал, а сам я это написал, придумал, и вот это какой-то герой, вот этот герой, вот знаете, как я пишу рассказы? Я просто на улице, это все они с реальных историй. Я кого-то увидел, что-то вот это, или на своей работе, или в метро, или где-нибудь что-то на аэропорту, или в Нью-Йорке, или в Сан-Франциско, или в Лондоне, где-то я что-то в Бангкоке, что-то увидел, что-то со мной произошло, вот это, вот я не просто так сижу, как фантаст Базоркин или Кадзо Иса, а вот это с реальных историй я пишу все это. И мне очень нравится, потому что я занят, я плохими делами, не занимаюсь, я у себя дома, я волен делать, это мои хобби, и я рад, что у меня вот такое хобби писательство. Да, это книжки, корочки нету, конечно, у меня. Хотя, между прочим, вот я признанный, в 93-м году признали меня, в 97-м году снова. У меня это дома где-то они лежат эти, вот это все. Ну, на данный момент я в никаких членских вот этих писательских не состою. И знаете, я рад, что вот нет у меня вот это. Я только для себя. Может, вот где-то я слово пропускаю, это не беда, потому что я иностранный гражданин. Я не обязан, вот это русский язык не мой родной язык. Может, это ваш ингуши, это ваш родной язык, он не мой родной язык. Я чеченский очень красиво разговариваю. Может, по-ингушски я тоже разговариваю, на украинском разговариваю, на дойч, на английском, на многих языках я разговариваю. Мне достаточно. Вот если я бы жил бы в Москве, всю свою жизнь прожил бы в городе Москве, в России, и я бы вот так разговаривал, мне было бы стыдно. А мне не стыдно, потому что я не житель города Грозного, где русскоязычные все вы ингуши пошли эту школу. Вот все вот такие шпрекаете, все шпрекают, даже Танзила Чабиева, Чечено-ингушская школа русского языка, потому что, Потому что русскоязычная среда там была. Кто в Грозном жил, кто работал, депутатом, не депутатом, вот русскоязычная среда. Конечно, мне повезло, что я вот этот язык учил по книжкам, по литературе, по повестям, по романам. И я рад, что хотя бы, мне очень приятно, что я знаю этот язык. Многие ингуши, даже назране родившиеся, вы думаете, вы все так шпикаете? Те, кто связан с Чечней, хорошо шпикают.
в Грозном они жили, в русскоязычной среде в Грозном, вот они шпрекают неплохо. А вот даже назрань родившиеся парни очень плохо говорят на русском. Между прочим, они-то на ингушском, вот я говорю с ними на русском. Придраться можно к всему, конечно. То возраст не тот, рост не тот, вес не тот, внешность не та, язык не тот. Вот можно, конечно, все, что можно сказать, говорить. У нас же свободная страна. Тем более у вас в Ингушетии это все позволено. У вас же нет этих границ. И я не удивлен, что вы такие дерзкие, такие наглые, потому что есть с кого учиться. Ваши предки вам это все передали. И нам сейчас иногда мы удивляемся, почему вы такие странные, но это странность, это ваша, наверное, ваша это идентичность. Можно многие, скорее всего, вот сегодняшний я хотел одно, но ничего, лучше мне начать по-своему. Зачем мне это, вот это, чтобы вам понравится, все эти факты, макты. Вот очень интересные вещи. Давайте я, как пишущий человек, мне интересен писатели, вот эти драматурги ингушские. И вот это. Первые у меня списки, сперва пойдет Базоркин, потом Миша Гутериев, жители города Грозного. Потом дальше мы пойдем по растающей. Просто, чтобы у вас претензий ко мне не было, я взял почти на 40 страницах биографию вот этого вашего самого супер ингуша, вот этого Идриса Базоркина. Что мы видим? С первой строки. Сын русского офицера, царский офицер. Вам это ни на что? Царский офицер, сын царский офицер. Лаудаев, вам ничто не напоминает это? Чеченофоб, типа, хотя и не доказано, что такой человек существовал, но мог существовать, конечно. Вот этот сын вот этого русского офицера, Идрис Базоркин. Это еще ничего. Оказывается, девочка у них кто? Первый ингушский генерал. Он имел это 3 сына, вот третий сын, вот этот отец вот Идриса Базоркина. Вот просто, что очень много бумаги, я не любитель читать по бумаге, просто хочу вот это происхождение. Родился 3 июня 1910 года Базоркин в семье царского офицера Муртазали, ингуш по национальности. Базоркины принадлежат роду Гадиевых из селения Эгикхал, Горной Ингушетии. Дед Идриса Бунухо Базоркин был одним из первых ингушских генералов царской армии. Вот видите, вот как это. Вам интересно? А мне очень интересно. Я углубился, чтиво. Я не люблю читать биографию, но это такое занимательное, оказывается, занятие, читать биографию вот этого Идриса Базоркина. Я теперь понимаю, почему вот так сложилось это, почему так сложилась судьба ингушей, вот почему они все ярые чеченофобы. Очень просто, очень просто. Сын царского офицера, внук генерала царской армии. Вы думаете, он родился в Базоркино? Нет. Он родился в городе Варшава. Кто вы думаете, мать Идриса Базоркина ингушка? Ошибаетесь? Нет. Нет. Очень странно. Дедушка, еще я вам фамилию назову, дедушка Идриса Базоркин. Грета имя матери, Маргарита.
дочь швейцарского инженера французского происхождения Луи де Раци. Ну как вам? Интересно? А мне очень интересно. Человек не родился, никакого отношения не имеющий к Ингушетии, да, их предки родились там. Это пригород района где-то там, вот это. И вот такая великая биография, такая благородная. Мальчик из белых кровей, голубых кровей. Голубой, если я скажу вас, это обид, поэтому я говорю из белых кровей. Вот ваш внук генерала. И как вы думаете, как он попал на первую съезд ингушского народа? Это ничего, что его отец бежал в Персию, когда началась революция, что он был внуком известного царского генерала, что большевики не в курсе были этого? Они что, не знали, кто он такой? Хотя и ребенок. И вот эта странная биография, конечно, советские, они пишут, что Базоркин родился. Это, конечно, надо подчеркнуть. Но город Варшава – это Польша. Это было тоже, раньше царь в Российскую империю входила тоже, Польша тоже входила, царский, как Финляндия, как Бухарский эмират. Очень интересное чтиво, я вообще удивился. Я-то примерно знал, но не знал, что вот такие подробности там описывают. Вот парень в 1927 году, сколько ему лет? 17-18 лет, уже где-то начал печатать, какой-то вундеркинд, оказывается, парень, ингуш, если поверить официальной биографии, в каком-то горном селе родился, вот как он гимназии какие-то оканчивал, вот это очень интересно. Потом остался круглой сиротой. Мать умерла в 1923 году, отец умер в 1924 году в Персии. И вот этот сын врагов большевистской власти, вот, как вам сказать, самый великий писатель всех времен. Ингушетия точно. И вот это даже в ГИТИСе премии имени в 2024 году, вот ингуши пошустрили, Гуцериев Миша, конечно, это сделал, и премии вот, Базоркин, великого мыслителя России. Я удивился бы, если Жераха, вот он родился бы Жераха, вот его отец бы из Азрани был бы, вот и чисто ингушской территории, оттуда был бы он, вот это было бы интересно, как он мог бы стать генералом, а так нет. От Джаникеди нужно родиться, в Ангуште нужно родиться, чтобы быть великим писателем. Еще один писатель мы же знаем. А самое интересное, Азрань, еще Назрань, их семья вот основали Назрань. Вот такая династия. Теперь я понимаю, у меня была в голове какая-то картина об этом человеке, с его странным поведением, тем более, оно, так как я был, ну, я примерно знал, что вот это, потому что, как вам сказать, я вам рассказывал, просто я не хочу это снова повторяться. Вот первая моя книжка была вот эта книжка Идриса Базоркина «7 веков». Вот это русская редакция, не ингушская редакция, а русская редакция. И мне подарила, моя бабушка мне подарила, как вы думаете, от кого? Вот, вот так. В 1968 году он написал, и вот это, и самое главное, знаете, что, когда, понятно, он сын офицера, вот это все, Орджоникидзе, там в гимназии ходил, все там только он
не ингушском, вот это все ингушское в Орджоникидзе он делал. Потом, когда депортации, почему-то вернулся в город Грозный в 1957 году. И вот до 1968 года находился в городе Грозном. Вот ячейку подготовил ингушей для провокации, для вот это. Все, вот сейчас я могу представить, почему всю власть ингушей там Грозным захватили. Вот Идрис Базоркин, это его, вот это его окружение, КГБ, НКВД, нам без разницы, на какой орган он работал. Сын офицера, так легко, вот, гимназии, везде балетный, вот этот театр возглавлял, даже в Грозном он драматический театр возглавлял. Сперва был руководителем, а потом возглавлял этот театр Грозный драматический. Вот великий писатель, и вот он, вот от 60-х годов, а сейчас у меня в голове очень ясно, вот картина вырисовывается, как он в 1956 году же, он же с чеченским писателем Халидом Ашаевым, вот они поехали в Москву, целая группа ингушей чеченцев, чтобы остальные чечен-ингушеты, вот это был 1956 год. И вот это, вот я очень внимательно как-то прочел биографию этого великого историка Нурдина Кадзоева, и там какая-то мне резанула его биография, только одна строка там была. Ингушское народное восстание, как он назвал, народное вот это, народное движение, 1956 год, 1973 год. И вот это меня резануло, оказывается, он даже книжку написал об этом. К сожалению, я книжку не могу прочесть. Вот тогда я понял, почему они все, Ибрагим Дальхигов, Тамара Гойгова, вот, известно, вот, все, все хранил город Грозный. Вот это тоже, вот знаете, вот это, сейчас я боюсь ошибиться, вот это, я ее почему-то называю Тамару Гойгова, вот этот Гойгов, который друг вот этого Орджоникидзе, имеется в виду, вот как его дочь, сейчас я, очень много бумажек у меня, боюсь даже сейчас даже ошибиться. Тебе не надо нам. Нурдин Кадзоев. Где-то оно очень много, вот эти рукописи. Короче, вот будем так и называть Гойгова Тамара, историк, который. Тоже она, вот это Фрунзе, это же Идрис Базоркин же был депортирован в Киргизию, Фрунзе, он познакомился с Махмудом Исимбаевым. Вот кто-нибудь видел в 1968 году снят азербайджанский фильм на киностудии Азербайджан фильм «Я буду танцевать». Вот это Махмуд Исимбаев, вот это сценарий этого фильма написал, кто вы думаете, наш великий кормчий ингушки. И вот этот, единственное, что он, это не просто так он сделал, скорее всего, какую-то выгоду себе искал, чтобы чеченцев тоже себя расположить. И вот это единственное то, что у них вот так. Вот этого Ибрагима Дальхигова, что он только не написал, что он только не сделал. Ни одного вот этого, всю жизнь находился в Грозном, там учился, вот этот профессор вот этого Чечен-Ингушского университета, исторический факультет, все сам заведовал кафедрами, все вот это деятельность, вот сейчас мы видим, что все труды только про мужчин. В этом Мальцагу то же самое. Шукри Дахигова, вот этот другой Дахигов, тоже краевед, большой друг, вот это награда официального историка Чечен-Ингушетии, это вот это русского. Да, такой был шустрый парень, и ужас, даже представляете, 100 лет назад, 120 лет, 100 лет назад это было. Представляете, ровно 100 лет назад Идрис Базоркин поступил в комсомол, вот это.
ровно 100 лет. В 1926 году он поступил в комсомол. Сперва поступил в комсомол, потом в 1927 году одна книга, рассказ, повесть, не знаю, что он там написал, потом в 28 году, 17, 18, 16 лет, вот так бурная деятельность, все вот это, круглая сирота, сын, как это, контрреволюционер, как это называют их, царских офицеров, вот это, генерала, может, Деников, Деникин же тоже, ой, это ингуши такие вруны, типа специально Деникин пошел на этот Базоркин, чтобы разрушить родовое село нашего героя. Вот такая честь. Мало того, что голубых кровей, еще сам генерал Деникин, он Грозный не хотел захватить. Он самый большой город Кавказа не хотел захватить. Просто он хотел маленькое ингушское село в то время, Базуркине. Там 1000 человек, наверное, не было. Вот цель была захватить вот это. Столько сказок, сколько всего. Я вообще удивлен. И вот он специально всех направил в город Грозный, всех этих провокаторов, всех вот этих. Всем сказал, давайте город Грозный будем изнутри. Вот они виноваты, что нас депортировали. Все не русские виноваты, не Сталин виноват. Все виноваты, все чеченцы должны за это ответить. Потому что зачем им с русскими? Они же с ними только дружат. И вот этот, как их, Бейбулат Богатырев на колени стал, чтобы назло чеченцам, чтобы они создали эту республику. И то же самое. Житель Чеон, города Грозного. Он отношения к Ингушетии не имеет, родился в Казахстане. И сразу же на ингушской территории он, я не знаю, успел пожить, не успел пожить, но в Казахстане в депортации, и потом в городе Грозный. На чеченской территории жил. Азан почему-то они поселился, ингуш, депутатом, потому что в Грозном кормушка, там же нужно кормиться. И Базоркин все проходимцы, там сперва Базоркин все это устроил, всех надо знать, все исторические, все вот это, филологические, все вот такое. Захватили все везде, все, потом он, провокатор, уехал в Владикавказ, Орджоникидзе, и вот там и остался. Сперва издал книжку, почему-то эту книжку да, может быть, он специально, наверное, уехал в Орджоникидзе, чтобы, вот это же 68 год, он уехал в 68 году, скорее всего, чтобы издать эту книжку. Хотя эта книжка была написана между 65 и 67 годами, но он издал это в 68 году. И вот Орджоникидзе. Вот оттуда больше не вылазил. Ни Наздрань, ни Грозный. Вот все устроил всех, пристроил всех ингушей. Им раздал вот эти, как и сказать, раздал эти буклеты, вот как вести себя, что нужно делать, что надо, вот каких, вот эти все, как комсомольский работник хороший, вот этот сын, внук генерала, сын офицера, в военной семье же, он же родился в военной семье, еще французская кровь. А я не знал, что я бы от зависти, наверное, умер бы, если я знал бы раньше. Вот такие мужчины, такие благородные, все вот такие, академики, профессора, по совместительству комсомолки, коммунисты, и на службе КГБ, НКВД, без разницы, конечно. Какая сейчас ФСБ, то же самое. Там же тоже разные люди, там же тоже есть люди, которые за страну, а есть люди, которые любят постоянно стравливать людей. Есть какие-то, наверное,
не сама структура, а какие-то отделы, где сидят эти старые вот эти номенклатурные работники до сих пор. И вот они уже 30 лет как СССР нет, но никак не могут понять, что СССР нет. Вот они своими вот этими старыми... Это вот напоминает сегодняшней истерии имущей, вот эти советские, это КГБшные методы, постоянно что-то выкидывать, инфопростор, чтобы чеченцы не могли вот спокойно сесть и посмотреть, чем они. Вот, чтобы мы всегда отвечали и были, нас отвлекают от злободневных дел, чтобы мы не могли их расследовать, их преступления, их продажность, их вот это, как это Бейбулат, на колени, как они вставали, вот. А то если мы будем заниматься, у нас только войны, мы никак сейчас, только последние, 2010 года, можно сказать, только 15 лет мы только вздохнули, вот это, спокойно вот это. И вот у нас же нет, а да, мы в Грозном будем жить, в окружном мы жили хорошо, Бейбулат, Богатырев, потом квартире в микрорайоне на первом этаже. Это тоже нормально. Всю свою жизнь. Вот это я хочу эту логику ингушамани понять. Вот это. Ты родился, а не в Ингушетии. Вот это то же самое вот этому Михаил Гуцериев. Ты не родился в Ингушетии. Какое отношение ты имеешь к ним тоже? Всю свою жизнь прожил в городе Грозном. 25-ю школу ходил, там оканчивал ее. Потом пошел учиться. Потом одна работа, вторая работа, третья. Но ты находился в городе Грозном, как и твоя семья. И какое ты отношение имел сейчас? Вот эти ингушеты, как будто бы пошли на рынок, купили эти ингушети, и вот эти ингушети стал их. Вот как это? Если ты такой любитель этих ингушей, почему ты, я не знаю, не пошел вот этот Назранский завод электронных инструментов, там был бы дрели, сделал бы, на весь Советский Союз был знаменитый завод. Почему ты туда? Все же угодно работать, как этот Идрис Абадиев, на водоканале работает. Где вот только они работают? Вот только в Грозном, вот только в Грозном. Грозно это все. Это все грустно. И вот то же самое Гуцериев. Конечно, ты 25 школ, которые там разрушено было, ты восстановил. Интересно, ты что-нибудь сделал для своего города Грозного, что-то полезное? Она же, между прочим, была разрушена до основания после 2 военных кампаний. И интересно, вот сейчас, видя, как ты разбрасываешь этими миллиардами на ветер. Главное, чтобы все ингуши там, не знаю, они любят на колени вставать, у тебя вот на колени стоят, чеченцы у тебя не стоят. Я видел, как ты, с помощью тебя сняли этот клип чеченской певицы Ани Исаева. Вот да, этот клип у тебя, ты же и песенник, ты, и писатель, ты еще, вот это, да, этот клип я видел. Вот это 25-ю школу ты восстановил. Что-то еще ты сделал, интересно, своему любимому городу, который был разрушен. Назрань же не твой город. Ты там, а не родился, это Ингушетия. Ты там не прожил. Ты там в школу, детский садик не пошел. В школу не пошел. Институт не оканчивал. Оттуда армии не пошел, потом не вернулся, потом не женился. Дети тебе вот это интересная связь, ваша кармическая связь с этим ингушей, вот это я хотел бы знать, конечно. Вот это тоже. Идрис Базоркин в Варшаве родился, внук царского генерала, сын царского офицера, и вот мать какая-то швейцарка французского происхождения. И какие-то, вот я заметил, что корни, вот это, где это было, какие-то фамилии бросалась в глаза. Вот тут. Смотрите, Луи де Рац. Дераться. Знаете, почему де ставит?
Это Д, точка сверху. Это баронесса или кто такой. Это не простое фамилия. Это не простое французенка, которая там, не знаю, отец по колевной лавке, вот это нет, это какое-то княжеское происхождение. Луи де Рица. А кто этот Луи де Рица? Дедушка Идриса Базоркина. Как вам это? Вот это ингуш. Да, чистая ингушская фамилия. Мне кажется, чистое ингушское имя, фамилия. И даже фамилия Базоркин чистая ингушская фамилия. Вот это. Дедушка у самого большого патриота Ингушетии Луи де Рица. Ну как вам? Это официальная биография Идриса Базоркина. Там можно найти еще другие биографии, но вот чтобы не было вот этого припретязания, они сами написали, и мы вам это озвучиваем. Я, как вы поняли, решил немножко поговорить по личностям. Вот это примерно картины Идриса Базоркина мы знаем. Вот я сейчас немножко пофантазирую, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Человек, внук царского генерала, который ненавидел чеченцев. Присутствовал в их семье чеченфон, присутствовал. Отец русский офицер, царский, а не русский, который сейчас. Это царский офицер. Чеченцы, кто для них? Враги. Вот этот. Даже он родился, наверное, вот дедушка даже, да, скорее всего, вот чеченско-кавказской войне дедушка. А сам если Идрис Базоркин родился в 1910 году, отец наш родился в 1830 лет или 20 лет туда, 1820. Вот, да, дедушка генералствовал в русско-кавказской войне, скорее всего, против чеченцев. Чеченцев стирал с лица земли. Вот потом вот этот человек, вот у него, вот он типа, мало того, что в голове вот тщеславие, там он белых, голубых кровей, французского какого-то дворянского вот это происхождения, и вот еще плюс с одной стороны, с матери французское дворянское происхождение, с отцовской стороны генерал, первый генерал Ингуш. Вот это я понимаю. Вот теперь я понимаю, почему в 10-летнем возрасте наш товарищ участвовал в съезде ингушей. А потом... Понятно, все, он мессия, он должен создать эти Ингушетии, он отец нации, как Чукче, вот как в Северной Корее, Чукче, вот этот отец нации, он. И вот он, всю свою, так как он потомок русских офицеров, этих генералов царских, весь свой гнев в сторону чеченцев. Вот всю свою жизнь, вот всю их, даже этот роман из 7 веков человек написал на зло чеченцев. Вот, исторически он написал, он мог любой, он же и стихотворение писал, и музыку, и киносценарий писал, что угодно он писал. И вот он писал историческую тему, хотя он не историк, он никто, но вот написал, что вот это сейчас ингуши, что-то ты говоришь, даже ссылается, представляете, ссылается, как учебник истории, вот это из 7 веков, который чеченский, многие даты. Здесь описывается, конечно же, иракском районе теперешнем, нынешнем. И вот это, да, это так. Как это хорошо. Жить за счет чеченцев, славу иметь за счет чеченцев, а пишем про ингушей только. Вот чуть-чуть, чтобы, а не сказать, что
вот это про Махмуда Эсамбаева, так как они вместе там танцевали это в Фрунзе, вот это, драматическом, вот это. И вот единственное, вот он сделал вот этот, а потом в Верховном Совете Чеченской ССР вручили ему же, это же грамота заслуженная, вручили, что за фильм вот этот «Я буду танцевать». А Махмуде Ишхоеве. Ну, это Махмуд Эсамбаев. Махмуд Эсамбаев там участвовал сам в этом фильме. Вот такой. Великие дела, великие, вот это странно, вот это интересно, это ингуши, вот это они напрягают, вот меня чеченцы это напрягло. Как это? Дедушка какой-то француз, другой дедушка царский генерал, и вот такая семья необычная, это необычная семья. Это необычные люди, это гувернантки, причем, представляете, дворянские. Вот это. Зачем, вот спрашивается, зачем он остался в Совете? Вот отец уехал в Персию, а вот сына почему-то оставил в Орджоникидзе. Вот это интересно. Вот это интересно. С собой же можно взять жену, сына. Нет, мы не... Знаю, тем более, что женат иностранка, в царское время французы, немцы, австрийцы, все, они могли вот и в Владикавказе жили, и в Грозном жили, вот это Грозный, вот это английские замки, это же кто построил? Альфред Нобель построил в 20-х годах, до 20-х годов, где это Нобелевку, который, вот это, честь которого утверждена Нобелевская премия. Вот такое. Очень странные вещи, даже Нурди Кадзоев тоже очень такой. Вот это, да, этот, вот я постоянно говорю про это персонаж, вот это, потому что, как они говорят, это глаза, вот он все вот это все рулил, все их туда-сюда, конечно, Шукри Далхиго там приложил свои усилия, вот этот Гойго, который, он, к сожалению, умер в 1947 году, может, к счастью, я не знаю. Вот, конечно, их ряды в годы депортации немножко пали, этих борцов. Представляете, советская власть, она целая группа народ, вот, видите, чеченцы под ложным предлогом связи с фашистами, их ложно, когда немцев не было уже, да, Малгобеки, окраины, они там вели бои, но Чечен-Ингушетия не был захвачен немцами. И то под ложным вот этим предлогом их депортировали. А представь себе, антисоветской ячейки народ, целый народ антисоветской ячейки. Вот этот Кадзо в 60-м году, это же не просто так издали, потому что вот этот Базоркин подкинул, он издал. Ему сказали, провокации, что они только они делают. Даже 50 лет СССР устроили антисоветскую демонстрацию против СССР демонстрации. И то ничего не было. Этот сидел в Владикавказе и ничего не было. Сын царского вот этого, врага большевиков. Вот это немыслимо. Я вообще не... Вот сейчас моя голова не понимает, кем он должен быть. Он рано лишился родителей, 11-12 лет. 11 лет умерла мать, 12 лет. Отца-то не было рядом, хотя он сбежал в Персию, так как он офицер, сбежал в Персию. Но вот как это, сын оставил швейцарскую гражданку в Швейцарии. Это же а не осетинка, это же а не русская. Какая-то иностранку, жену оставил. Вот как это? Как надо убежать? Как нам надо любить свою семью? Вот так все оставить? Он подвергает опасности. И сам, конечно, он Персия, конечно, это же
ушел с белыми. Ну, вот такое история, странная история. Это они сами пишут, они сами это опубликуют, и мы просто пользуемся их источниками. Представляете, я вот не пойму журналистов, вот очень, очень просто, за день можно понять, что происходит, почему они так. Это же вам кажется, не сегодня это, они сумасшедшие. Они уже давно, даже 50 когда в годы депортации, уже у них были планы. Уже он организовал эти хождения в Москву. Уже вот всех ингушей сказал, езжайте не в Орджоникидзе, езжайте все в город Грозный, мы там будем, город Грозный мы сделаем как Бургал своим городом, и это будет под наш, так как русские наши благодетели, так как мы им всю свою жизнь вот подчинялись, и на колени, как это Бейбулат Бакатиров, на колени все, вот русские нас, скорее всего, любят, потому что мы их агенты, и вот все прибежали в Грозно. Почему-то многие родились, самое интересное, многие родились, я понимаю, родились в Ингушетии, но были вынуждены жить в городе Грозном, и вот обратно к своим истокам в Ингушетии прийти, вот это я понимаю. Если я родился бы во Франции, разве я бы считал бы себя стопроцентно чеченцем? Вот это интересно. Да, я родился бы в чеченской семье, но во Франции. Моя родина это Франция. Моя вторая родина это Чечня. Вы понимаете? Человек, когда вот я родился в Чечне, что бы кто бы мне ни говорил, Чечня моя родина. Вот мне никто от ее, ни у меня не отнимет. Даже это Ингушетия, которые пытаются. Тщетно, конечно. Вы знаете, это мы, чеченцы, это как страницы истории. Вот это мы проходили, и русские вот так и питались. 101 поселка, вот город, вот ваш Назран, вы говорите, вот Назран, даже это Базуркин, оказывается, их дед, их генерал, что-то там создал вот это. Хорошо. У вас же, теперь, да, у вас есть ингушские имена, которые вы можете сказать, что вот этот Мессеркорт, вы можете сказать, но раньше же не было это. У города Грозный совсем другая история. Шейх Мансур где родился? В чеченском поселке Алды. Город Грозный. Вот Старая Сунжа, как называется? Селжа. Тоже чеченский поселок. Мы не говорим про Дада-Юрт, это понятно. Это уже классика истории, это все знают. И в этот сам город Грозный был основан на чеченских поселениях, которые датируются 1700-е годы, даже вот это. Вот оттуда. Знаете, вот так это. Может быть, это называлось как-то по-другому, Алды. По-моему, так и называли, или по-другому называл. Ну вот Алды. Конечно, Алды раньше было, а не такое, вот, вот, окружная тоже туда входила, вот сейчас в советское время окружная отдельно был поселок, вот этот Алды был отдельно, какие-то участки там, вот такое. Это Октябрьский район города Грозного раньше был. А вот Черная речь, это уже тоже Октябрьский, по-моему, был Октябрь. Потому что, граница Заводского там, возле Черноречи же была, на это водохранилище, где этот мост, где трамвай тройка ходил. Вот там был граница Заводского района. Историю знаете, вот это Бузуртану не пишет, вот этот Нурдик Кадзоев, вот Нурдик Кадзоев, самое интересное. Вот они-то, понятно, выросли в Казахстане. И вот этот Нурдик Кадзоев родился в Чечне, Ингушетии, после депортации.
Мальчик побежал поступать в Омский университет на историческое отделение. Знаете, где находится это город Омск? Это Сибирь, это вообще далеко, вообще далеко. Томск, Омск. По-моему, Томске, да, по-моему, Томске. Омск намного ближе, Томск еще дальше. Вот туда пошел, поступил. И вот оттуда потом Дахлигов говорит обратно. Идрис Базоркин говорит, нет, ты нужен будешь нам, потому что мы с помощью тебя сделаем себе историю Ингушетии. Вот ты нам должен вот это, и давай его, он перевелся на заочно. Он не ходил в этот университет, просто заочно типа перевелся. Дахгилгов Ибрагим Дахи, который там преподавал, говорит, Михаил, много проблем, мы тебе диплом дадим, тебе не надо изучать историю, не надо тебе. Просто мы, вот что мы напишем, вот ты будешь нашим вот этим говорящей головой. И докторскую мы тебе обеспечим, как это Танзили Чабиева, вот напишем. Вот напишем, и все. Тут у нас свои кадры, и Тамара Гой говорят там, тоже историк великий, и Шукри Дахгильков тоже, и вот это, их многих, этих. И потом мы будем чеченцев использовать, этого Яшириева, других, вот их будем использовать вот, во благо Ингушетии. Вот такая братская дружба чеченцев и ингушей. Чеченцы, конечно, как могли лохануться этими товарищами чеченцев, тоже непонятно. Как невозможно было, вот даже у меня, я тогда только в те времена родился, и у меня был, знаете, моя юность, это 90-е годы, и очень сложно, конечно, это Джахар Дудаев, все спутал. Вот почему ни один чеченец, не задался вопросом, почему все эти ингуши, вот все эти места заняли, вот эти все исторические, филологические, все вот это. И вот писали нам эти сказочки, эти истории, редактировали, были ответственными редакторами. И вот это, как они могли это упустить, тоже непонятно. Казалось бы, мы будем находить ответы на эти вопросы, но вопросы очень, каждым разом их возникает больше и больше. И дивишься, вот как могли вот так лохануться эти, ну, наверное, было те времена такие, они же умели, конечно, подлизывать эти русским, вот чеченцы плохие, как их прадеды, вот точно так же. Они же, еще Кавказская война не началась, первые же прибежали ингуши к русским. Вот мы хотим с вами заключить договор, мы будем вашими верными слугами. И вот поэтому, когда они поняли, что вот можно вот так кавказцев, потом это Ермолов пришел в город Грозный. Вот после этого Ермолов решил сделать из Кавказа русскую губернию. Вот из-за таких людей. И вот теперь мы понимаем, почему адыгские народы тоже, адыги, черкесы, кабардинцы, почему карачаи-балкарцы, чеченцы, ингуши вот раздробили всех, кроме Дагестана. И так там такая каша, очередь до них не дошла. А всех нас, одних народов, вот чеченцы, один народ, раздробили по разным народам, по разным национальностям, чтобы легко контролировать, чтобы легко манипулировать. Ингуши сами готовы были манипулироваться. Конечно, чеченцы сколько крови пролили, сколько страданий выстрадали за это достоинство, за это честь, за это стремление к свободе. И вот это, и вот сейчас сидят вот этот диванные эти историки, диванные эти блогеры, вот придумывают сказку про ингушей. Самое главное, вот если вы сядете, поищите, их вы найдете. В интернете есть вся информация про них.
сами себя выкладывать, сами себя в это рекламировать. И вот это интересно. Конечно, историкам дела не будет до этого, потому что у них другие заботы, они должны искать, заниматься историей, но вот в этой Чечне тысячи этих журналистов, а вот этого непонятно. Я просто, я даже не журналист, даже не блогер, просто сижу и вот просто заинтересовался человек что-то, мне кто-то пишет плохое слово, и вот что-то говорит, и я иду ищу. Вот сами ингуши меня вот это вынудили немножко грамотно подходить к вещам, и я просто у меня хорошо, мое счастье, что у меня техника вся забита, самый дорогой принтер, все вот это. И оно печатается, дух книги, если нужно будет, книга она может печатать. Двухсторонняя, лазерная, вот это. И я просто напечатал всего этого хлама, конечно. Зачем это нужно, тоже непонятно. Кому. Вот просто иногда, когда речь, конечно, а если представляете, если просто так в неделю один ролик снимать, вот это целую неделю подготовиться, все это прочесть, все это зафиксировать, большими буквами вот это поставить, вот это все, и просто зачитывать, это вообще вау. Это было бы нечто с чем-то. Но так как это не моя работа, мне за это не платят, я просто сижу и с вами делюсь своими не впечатлениями, а своими, как вам сказать, вот переживание, сопереживание, может, да. Уже время очень быстро проходит. Будем немножко округляться. Это будет третья часть. Я две были просто эмоциональные части. Я просто хотел, взывал благоразумие. Тут что можно добавить? Как всегда, можно добавить немножко оптимизма, потому что когда человек действительно вот хочет стремиться, хочет вот своим истокам, каждый народ хочет, понятно, вот, потому что в нашей истории, как тем более народу Кавказа, она не полностью, не то что разгадана, просто никто им не занимался. Есть очень много моментов, белых пятен истории, которых нужно восстанавливать, потому что советская власть, она же не про Кавказ, это же про Великую Русь. И вот нам не повезло, что вот постоянно вот так, то царская империя, вот это Российский, Советский Союз, сейчас Российская Федерация. Ну и, конечно, в Российской Федерации немножко расслабон, каждый человек может стремиться, что-то вот это. И вот то же самое, вот что было с этим Идрисом Базоркиным, в Советском Союзе его не трогали, вместо того, чтобы арестовать, посадить, как провокатора, как зачинщика. И вот носили его, вот, еще бы сразу же вспомнил бы, кто он, чей он внук, чей он сын, как его отец предал свою родину. И вот сразу вспомнил, почему-то об этом не вспомнил, значит, был работником их. Поэтому вот так все вот это специально внедренный Грозный вот, против чеченцев, чтобы вот это как противовес вот это, чтобы чеченцы вдруг, если вдруг что-то там, они просто предчувствовали, что будут какие-то национальные движения, и заранее, ранее, чем чеченских создали ингушские движения, вот это очень противовес чеченца. Сейчас то же самое. Сейчас Первая Чеченская война, победа чеченцев, так как русские заключили мирный договор, и вот они, ни одна история не вылезла, ни одна книжка не напечатана, ничего у них, ни одно. Представляете? Они боялись, потому что они боялись, что захватят чеченцы, придут Азран, их всех захватят. Боялись чеченцы. А когда Вторая Чеченская война поняли, что чеченцы не победят, вот тогда да. Тогда Изязиков как раз КГБ, по-моему, он генерал КГБ, если я не ошибаюсь, исправьте меня. Вот он пришел, он сразу что он сделал? Договор чеченцев про Сунжский Малгобекский район, который чеченской территории, временно заморожен. Он говорит, это не интересы Ингушетии. И сразу в одностороннем порядке разорвал.
И созвал вот всех этих ингушей, сказал, что вы спите, давайте вперед. Москва нам дала зеленый свет, вот мы сейчас, в Чечне идет война, непонятно, что с ними будет. Сейчас что мы напишем, то и будет наш. И вот эти ингуши же им не имеют берегов, они же сказочники все. И вот они насочиняли сейчас на головную боль, потому что это очень легко опровергается. Любую книжку возьмет чеченец, любого писателя, любого. Вот они вот это специально, вот это обходно, как самолет. Вы видели военный самолет, когда вот он специально делал такие маневры липовым вот этими взрывами. И вот точно так же, вот они сейчас делают специально вот это все вот это фальшивое, вот, чтобы вот нас отвлечь от главного. Они пишут истории ингушей, которой не было. Интересно, как это? Так можно? Оказывается, можно, потому что если тебе хозяин очень такой, как вам сказать, могущественный, да, ты можешь, потому что ты не боишься. По-российски то, что творят вот эти люди, по-российски их можно спокойно, во-первых, за разжигание национальной вражды, во-вторых, экстремист. Вот 2 статьи и фейки, 3 статьи у них, вот тут, они идут по 3 статьям все. Танзила Чабеева идет точно так же. Она же опровергает, что чеченский это не народ, чеченский язык это не язык. В советское время это было, все это нормально, а сейчас это не так, потому что мы вот так считаем. И вот эти люди, вот все провокаторы, даже этот русский, я-то думаю, он в Турции находится, он ходит по Назрани, вот этот Зуртану с 2 сумками. Никто его, они задерживают, потому что он же, чем он занят? Подстрекательством, провокациями. И фейки, вот самое главное, все они создают фейки. Это уже уголовное преступление по российскому законодательству. Назрани, конечно, как вам сказать, белый, как Петербург, очень романтическое, скорее всего, вот это восходы, вот это полиция, милиция, ФСБ, МСБ, им некогда, у них романтика в голове, там такие, у них другие заботы. Проблем никаких у них нету, вот они не хотят видеть вот этих правил. Зачем им? Им не надо. Они же про чеченцев, они же не свою власть, вот это. Они проходят про чеченцев, про наших соседей. Ну и пусть говорят. Потом пусть чеченцы с ними разбираются. А потом мы тоже воспользуемся моментом, если чеченцы им ответят, что-то будет, потом это будет провокация, мы снова сделаем провокацию, как в 2018 году, и будем бегать, плакать, рыдать, там, не знаю, белыми флажками махать, нас унижают, на нас оккупируют. Вот это, да, без драм мы же не можем. Это Идрис Базоркин возглавлял в Грозном драматический театр. Орджоникидзе то же самое. И вот без драмы мы не можем. Мы не ингуши, если у нас нет драмы. Вот. Без этого мы не можем. Вот такое дело. Чечен. Прошу, я не чечен, я чеченец. Вот вы гангуши, вот вам это понравится, если я скажу, вы гангуш. Ангушты. Вот вы ангушты, вам это нравится? Это ваше презрение показывает себе своими мелкими пакостями. Вот вы жалкие, вы это жалкие люди, жалкие, влечете это жалкое существование. Вот. Конечно, я могу вас понять, потому что это колхоз, и у вас депрессия, скорее всего. И больниц коек там не хватает для больных. Поэтому у вас, как в Америке, как это хорошо, что я вспомнил. Я сейчас хотел, постоянно забываю напоминать вам, что Америка знает, сколько сумасшедших людей? У них нет психиатрической больницы. Они на улицах выпускают, они очень много, адекватных людей. В Нью-Йорке я их много встречал.
Очень такие больные люди. Тоже так где-то у вас. У вас же маленькая республика. У вас вы можете только на самые нужды что-то направлять, и в горах что-то, эти камни не восстанавливают, а вот это делают, вот это. Интересно, Гуцери, пожалуйста, напишите, вы очень много, я заметил, очень много историй вы знаете. И вот что он еще Грозно восстановил, вот это мне интересно, в своем родном городе. Что он восстановил, где он был счастлив, где он любился, где он, я не знаю, с там девушками гулял, он молодые годы, вот что, вот что. Вот что он еще благородного сделал? Понятно, Ингушетия, мы видели, что он делает, Ингушетия. Вот сколько он усилий предложил. Вот понять, эти проходимцы, эти подонки, предатели своей родине, вот они-то, понять, только плохой. Вот днем и ночью молятся дьяволу и вот желает нам плохой. Вот как это так, тоже непонятно. Представляем, верующий человек, мусульманин, вот такой, с таким вот этим. И для кого он молится? Для галочки. И полоску мы оденем для галочки, конечно. Такие дела в нашем маленьком районе. Я очень много размышляю и так думаю, что с одной стороны, я рад, что я близко познакомился с этой темой, потому что у меня тоже было пятна, потому что, кажется, ингуш я авансом им даю все, оказывается, нет, ты что, нельзя так давать. Это наши отцы вот так делали, и вот результат теперь они показывают. Оборзели, обнаглели. И вот это, то, что у меня первый друг был ингуш, то, что вот этот друг по переписке тоже ингуш, это же как это было в советское время. Как я ждал это письмо этого Тимура Яндиева из Назрани, который присылал в Грозный мне. Вот это вот такие дела. Мужество, знаете, она, вот знаете, даже недавно я в Ютубе наткнулся на ролик, так как я кинодрама, типа, вот так считаю, я много киносценарий пишу, и вот на мне наткнулся вот этот актер, китайский, я смотрю китайские дорамы, и исторически бывает очень смешные там. И вот этот актер, вот этот Ю Мен Лун, вот этот актер, Ю Мен Лун, по-моему, да, называют. И вот этот в сентябре, вот он, 11 сентября, по-моему, он, типа, трагически умер, а показывает, а не так, там целая история. И вот пример вот этого парня, вот это, знаете, я думал, что мы, чеченцы, такие мужественные. Или я думал, что это ингуши такие. Есть среди ингушей, среди чеченцев мужественные ребята. Вот есть порядочные люди очень немало. Это я, и когда я что-то говорю про ингушей, это я имею в виду других, которые самозванцы, которые самые большие патриоты ингушей, это которые они ингуши, не чистокровные ингуши, вот они стараются, как Базоркин старался всю свою жизнь, вот это Дахлига, вот все вот стараются, вот этот клан вот этих Кадзоевых, вот все они стараются, это Абадиев, Мамадиев, все грозненские, все вот это Гуцериевы, все большие патриоты ингушей, которые, они ингуши, которые, они родились в этом месте, в Казахстане, в Варшаве, где угодно мы родились, в Москве, Петербурге, но вот наша родина – это Ингушетия. Я тоже хотел бы иметь родину, честное слово, это без сарказма.
Калифорния. Вот если моя родина могла бы быть Калифорния, я с удовольствием сказал бы, что Калифорния моя родина. Сан-Франциско, как я люблю этот город, какой он хороший, какой миленький. И вот Лос-Анджелес, об этом еще можно помечтать. Вот я Сан-Франциско очень, 4, по-моему, 5 раз в Сан-Франциско находился. Вот город это мой город, и горы, и океан, все как положено. И город не на ровном месте, вот с этими горки, интересно, трамваем кататься, вот такое место. Я бы с удовольствием, если вот так можно было бы выбрать, это родина, где ты родился. Вот я бы выбрал бы, честное слово, честно, не обида чеченцам, не обида этим ингушам, даже не в обиде это таиландцам, хотя Таиланд, Бангкок мне нравится, он очень тоже сложный город, как Нью-Йорк, большие города все вот такие, очень, вот, обычный человек придет туда, он шок у него будет, какой страшный город, а там нужно находить всегда хорошее, знаете, и когда ты пишешь человек, ты примерно знаешь, вот это еще места нужно находить приличные. Это не каждому дано, конечно. Это я с самого начала, тоже в Америке, с самого начала, самая крутая гостиница, самый вот Манхэттен, Центральный парк, вот я не знаю, все с самого начала. И вот человек, не знающий, вот это, конечно, и Бангкок покажется страшно, и Нью-Йорк покажется страшно. Конечно, там страшно, Нью-Йорк, бомжи, вот эти психически ненормальные люди, очень опасно, очень страшно. Но все равно это же история. Сколько фильмов там, вот только в одном центральном парке города Нью-Йорка снято 380 фильмов голливудских. И вот это же история, Бродвей это история, 8-й авеню, 7-й авеню это история, Хадсон Ривер, вот река Хадсон, ну, русские почему-то называют его Гудзоном, а Гудзон это пролив, где это Бруклин, вот это, Квинс, Бруклин, вот это пролив. А почему-то все, это Хадсон река, это идет с Нью-Йорка до канадской река идет до Канады, это река Хадсон. И вот эта река Хадсон, именно сторона Манхэттена, вот эта сторона Манхэттена, и вот эта река Хадсон, вот мне он очень нравится, кататься там одно удовольствие. И вот, я не знаю, в мире много всего интересного. Много всего познавательного. Когда что-то новое, можно понять, молодежь, которая стремится к этим знаниям, но эти знания же, это же не всегда правдивые. И вот это манипулируют этими людьми, вот эти товарищи, которые бесдисциплинированные, аморальные. И я я остановился на китайском, я не хочу это рассказывать, это очень страшная история, и вот смысл сейчас вам говорить, просто мне напомнило это, чего может безнаказанность доводить. Вы знаете, что да, Китай, давайте я лучше просто расскажу очень коротко, своими словами. Вы знаете, да, Китай это закрытое государство, коммунистическая партия, все вот это все. Вы, кто жил в Советском Союзе, кто же в курсе, как это было? Министр Советского Союза, это я не знаю кто. Вот он мог все, что угодно сделать, кого угодно посадить, кого угодно, вот такое власть. Советский Союз, знаете, какой город, огромная страна была, и там министр Советского Союза, это было нечто с чем-то. То же самое в Китае, в один, потому что в Китае проживает 1,5 миллиарда человек, у них столько городов, представляете, миллионных городов, по-моему, у них 100, там, не знаю, 100, вы знаете, Пекин, Шанхай, там 20 миллионов, 30 миллионов. Вот так, у них таких городов 100 городов. И вот там министр какой-то, это вообще, это 1,5 миллиарда людей, министр там, деньги там огромные. И вот там, это не брачный сын этого министра, который безопасности, по-моему, да, вот это. Это какой-то пенсионный фонд Китая, где имеется
триллионы долларов людей накопили, пенсионное накопление, вот этот пенсионный фонд, чтобы в Европе, кто живет, в Америке живет, знаете, да, кто на накопительном пенсионе, мы сдаем их вот это специальный фонд, этот фонд играет на бирже, эти деньги туда-сюда каждый день, то добавляется, то убавляется, вот так. Вот я уже 2012 год это коплю, у меня вот 3-4 тысячи я уже выиграл. Уже выиграл 3-4 тысячи евро, выиграл. Потому что вот так бегает. А у них совсем другая. Так как это коммунистическая партия, там все закрыто, они создали киностудию, тотальную, вот какую-то киностудию, чтобы эти деньги туда вкласть, чтобы они не лежали, и там доход, там же миллиарды людей ходят в кинотеатр, там, чтобы вот это, чтобы доход сделать из этих денег, еще добавить деньги. Ну, вы знаете, идея благородная тем, то там есть и подлая цель. И вот эти люди тоже в кормушке, где обнаглевшиеся, вот как эти, я которых рассказываю, безнравственных личностей, вот у них тормоза отказали, как этих мужчин, и вот они себя царями чувствуют тоже, и убийство, похищением, что там только, вот даже одной этой студии, где это пенсионный фонд, оттуда деньги они берут, 9 актеров, ведущих китайских актеров, при загадочных умерло, при загадочных обстоятельствах они умерли. И самый вот этот Ю Мен Лун, и вот самый последний вот случай, в этом году, в прошлом году в сентябре это было, и вот он типа упал с 5-го этажа, 6-го этажа, но так как в Китае нет 4-го этажа, потому что они слово 4, почему-то это у них вот это, и вот это, и у них 5-го получается, он 5-го этажа типа упал, там есть и фотографии, все есть, вот полиция открыла дело, и через 12 часов закрылся. Представляете, самый популярный актер упал в час, охраняем Пекин, самое охраняемое вот это место, и упал, и сразу же дело закрыли. Оказывается, там он был приглашен в какую-то партию, где актеры, режиссеры, все вот это, и дети этих чиновников, вот этих недосягаемых, вот этих партийных работников. И вот там это тоже, и оказывается, потом, когда этот парень умер, его похоронили, потом в интернете существуют группы, Нитмен, по-моему, как они называются, я не знаю, которые, если справедливость нужна, люди просто это не хакеры, но типа такой Нитмен, по-моему, как-то их называют. И они вот это, так как это Китай закрытое общество, вдруг все, что связано с этим парнем, этим актером, исчезло с интернета, вот полностью исчезло с интернета. И про других это все исчезло, как будто это актеры не существовало общей природы. Самое интересное, Netflix, вот это, Amazon, этот сериал, он снимался, тоже его имя убрали. Вот такая сильная Китай, что американская компания убрали это актера с фамилии. Они почему-то убрали с этих титров фильмов. И это еще ничего. В 2020 году этот контракт заканчивался. Вот, вы знаете, да, актеры, это, они их заставляют подписать контракт. Даже это у нас в России, наверное, есть и в других странах есть. И вот ты попадаешь в рабство вот этим студиям и должен, если ты неустойка у него была, вот этого парня была неустойка 60 миллионов американских долларов. И так получилось, что какая-то дамочка из партийного руководства захотела этого мальчика, он отказался, и его забанили, и он еще должен студии 60 миллионов американских долларов. И вот они начали издеваться над этим парнем, очень много снимков, фотографий, видеозаписи, аудиозаписи, все присутствует в интернете, даже он снимает эту пасту есть без мяса, вот самый популярный актер. В этом молодой, 37 лет, они выглядят очень молодо, я бы вот так бы выглядел, скорее всего, на 10 лет моложе себя могу выглядеть, но не так, как они, как 20-летний мальчик, 25-летний мальчик. И вот это постоянное издевательство этой компании, и вот это, и так получилось, что, и когда он умер, вот эти
можно сказать, интернет расследовали, узнали, что на его имя было зарегистрировано 45 фиктивных компаний. Эти компании однодневки. И, короче, вот знаете, пенсионного фонда деньги китайские, миллиарды вот этих долларов выкачиваются. И вот полиция Австралии пришла с этому актеру брать расследование проводить. И какая-то китайская гражданка, проживающая в Австралии, у него нашли на счетах, вы не падаете, 270 миллиардов австралийских долларов. Разница между американским, австралийским или канадским долларом небольшая. Небольшая там. Если это 280, значит это больше 200 миллиардов американских долларов. Откуда это деньги? Это вот такие схемы. Вот многих актеров заставляют вот подписывать контракт, их эксплуатируют, а потом они ставят, типа, ты украл социалистическую собственность, стенки и расстреливают. У них смертная казнь за хищение средств. И вот так, он и так, если они его, а потом, оказывается, его убили, потом, оказывается, соседи, этот день они его мучили, целую ночь мучили этого парня, его вот, ну там фотографии вот, окна, как держали, 1 час держали, он кричит, они все соседи зовут полицию, 17 раз позвонили полиции, никто, вот пришли, то, они знают, что руководство вот этой квартиры живут, вот их чады. Вот золотая молодежь сумасшедшая. Там и актриски присутствуют, актеры присутствуют, конечно, кувыркают, мелкают, вот все сильные вот. То же самое, вот когда я это читал, смотрел, сперва впечатлился, жалко этого парня, конечно, молодой парень, вот так издеваться, всю ночь они кишки, потом он узнал, что вот они вот его имя используют, чтобы деньги выкачивать. И он это сделал, компьютерную флешку, они узнали, короче, он проглотил эту флешку, его живот резал, чтобы достать эту флешку. Там столько, а еще самое интересное, эти дамочки, они же безнаказанно, это элита, что мы хотим, то и делаем. Фотография, что еще сопротивляется, вот, дамочка от Криса телефона снимает и в свой сайт положил, что он еще сопротивляется. И вот они, вот дверь, замок, вот они очень шумели, и многие записали вот этот шум, вот этот, как он орет, кричит. Все вот это, в полиции ничего, все закрыли, все вот это. И сейчас по всему миру, вот Тайване, китайская диаспора во всем мире, вот требует справедливости. Но вот закрытое общество, вот это коммунистическая партия, это ингушская то же самое. И вот этих людей, если это вот так распускать, они аморальные, вы знаете, аморальные, им не жалко будет ингушей. Не жалко будет ничего. Вот они безнаказанно будут творить свои дела. Сперва сейчас отрабатывать этот план на чеченца, а потом начнут с вас. Потом вам никто не придет, потому что ваши собственно вами будет. Вот это, они сейчас разбогатеют, капиталы сделают, вот элита, они станут элитой, вот тогда да. Мы это в Советском Союзе проходили. Не знаю, как сейчас, сейчас тоже, наверное, то же самое. Но вот я какой-то, почему, я не знаю почему, хотя и Китай, почему-то вот какая-то аналогия у меня сразу появилась с этими ингушами, думаю, ой-ой-ой, вот к чему мы идем? Линия партии, Ингушетии, вперед. У них тоже Китай, вперед, Китай, во благо Китаю, они способны на все. И вот этот результат вот этого безнаказанности, бездозволенности, вот 9, только одной студии нашли 9 актеров, которых убили, вот так. Но они официально-то не убиты, они типа сами бросили, сами вот это, сами себя порезали, вот так, официально вот это. И самое интересное, информация, они исчезли с интернета, как будто бы их не существовало. Но есть люди, которые благородные. Жалко, что нет такой группы, которые вот это
гнездо вот это ингушское разворошило бы, вот это, и расследование провела бы, все, достали бы всех этих компьютеров, что они там отсылают, присылают. Было бы очень интересно. Ну, это, конечно, это мы не можем мечтать, но это такая редкая группа, которая, когда действительно что-то в мире происходит, они только включаются и помогают. И вот они даже вот очень многие вещи достали с интернета, и вот сейчас идет расследование, не идет в Китае, нет такой демократии. И вот так, вот этому придут. Мне почему-то кажется, конечно, результат всей этой деятельности, ему вообще вот это будет. Когда будут бегать какие-то белые воротники, вот это мой отец президент, мой отец министр, я сын Базоркина, там, не знаю, Базоркина 2, и вот будут, вот так я вам покажут по ингушам, кто они такие. Их предки, они родились на территории Ингушетии. Назране они не были, они родились в Казахстане, Киргизах, везде. И в Грозном сразу же, и ни одного дня назад не пришли на свою родную землю, они сразу на чеченскую землю. Они решили стать чеченцами временно, чтобы какие-то себе выгоды получать. Вот, и все, это все. Кто открывает рот, хоть кто-то чем-то, все Грозненский разлив. И плюс Владикавказ, Орджоникидзевская Осетия. Вот это. А где ваши патриоты? Где ваш, что у вас? Неужели Назрань была тайга? Понятно, 200 лет тому назад степь была. Неужели она была тайга? Не было библиотек, школ? Я не знаю, ничего у вас не было. Вот что вот только вот эти, которые понаехало, вот как русские правильно говорят, понаехали, вот эти понаехали, вот вам определяет погоду в вашем доме. Вот я так думаю, это очень не скоро кончится, потому что они сейчас раз пошли, им это понравилось. И самое главное, вот эта підтримка, как и по-украински підтримка, поддержка у них идет. И вот видите, украинский язык, я же тоже говорю по-украински, вот у меня иногда высказываются украинские слова. Хотя я только там работал, поработал немножко. Вот я не пойму вот этого Михаила Гуцери, который всю свою жизнь прожил в городе Грозном, неужели он чеченского языка не знает? Вот это интересно. Мне хватило 6 или 7 лет проживания в Украине, вот это язык их выучить. Хотя я разговорно вот могу переводить все, вот разговор я еще не говорил, мне очень сложно будет, конечно, разговаривать. Так, да, мы понимаем такую речь. Ну, вот такие дела, товарищи, наши милые, дорогие. Да, это очень сложные рассказы. Вот видите, дальше я иду, очень мне сложно говорить, потому что очень много информации, очень много всего. И вот как это, никто профессионально, это же нужно заниматься профессионально, не просто я эмоционально вот так что-то какие-то вещи говорю, это же нужно профессионально подходить к вопросам. И вот в скрупулезном, вот так все это вы высветиваете. Показать, знаете, это не просто так вы, это не первый раз вы так делаете. И давайте придите себя. Хорошо, вы не считаете нас брать, ничего страшного. Вот мы жили до вас 300 лет, проживем. Но без этих чеченцев, это не чеченцы, чеченский язык, это не чеченский язык. Это не вам, знаете, это не вам указывать, это не вам доказывать. Мы ничем, если что-то докажите. А вы докажите, что вы мужчина, вот вы народ, вот это вот, докажите мне одному, вот докажите мне, вот ваш национальный герой, вот один идиот пришел, потом что-то мне сказал, а я ему сразу, вот, напиши хоть одного имя вашего национального героя. Что вы думаете, Руслан Алаша?
герой Афган, генерал Афганистана. Знаете почему? Потому что об этом сказал Артем Платуш, что он национальный герой Ингушетии. Вот этот молодой человек, потому что у него нет у Шурма, нет, как у чеченцев, нет этих героев. И вот, да, почему и нет? Руслан же Аушу наш. Странно, да? Странно. Ни героя, ни этих общественных деятелей, ничего нет. Да, сейчас я вам подсказал, вы сейчас начнете, у нас есть генерал, вот этот Базорки, наш национальный герой. Нет, он прислуживал царским властям. Вот так это. Вот так это. Вот так это. Вот это, конечно, это придется разобраться филологам, историкам, писателям, литературоведам, вот это, понять ваши причину вот этой ненависти, это еще психиатры, мне кажется, понадобится. А природа найти эту ненависть, это будет очень сложная задача, конечно. Когда пациент, они признают свои проблемы, конечно, это очень сложно. Мы подходим к концу. Я хочу пожелать, я не знаю, чего можно желать в наше время. Справедливости, наверное. Доблесть. Иногда она нужна, где ее нужно принимать там, где нужно. Не там, где вот доблесть и мужество. Потому что если ты порядочный человек, еще плюс у тебя такая начинка, ты не будешь таким легкомысленным, не будешь поддаваться этим провокациям, скорее всего, и не будешь вот это верить, вот, как можно верить чужому человеку. Я вот это хочу понять, вот логику, природу вашего товарища ингуши, вот хочу понять вас. Вот кто-то там где-то там говорит вот это. Вот как вы можете стопроцентно верить человеку, который такое говорит? Вот это я не понимаю. Вы же знаете, это значит, это вам близко. Это вы хотите вот так. Вы это, вот этот Бейбулат Богатырев назло чеченца, не только он один. Знаете, это у вас, это ДНК вот так заложено, потому что всех своих бедах вините нас. Вот вас присоединил кто? Чеченцы? Вот вас кто депортировал? Чеченцы? Вот если мы не был бы в составе чеченцев, нас не депортировал бы, как этих чеченцев. Вот так у вас, вот это у вас так говорится. И вот ваша природа ненависти, вот это, конечно, отдельный разговор, отдельный разбор. И грамотные, есть и политологи, есть и психологи, есть и историки, писатели, вот, не знаю я, как вас образумит, и кто-то там должен, не знаю, трезвый голос прозвучать и обратиться обеим сторонам. И знаете, нужно прекращать. Детский сад нужно прекращать, конечно. И если вы думаете, знаете, знаю я, это интернет-пространство для всего. Даже, вот представляете, я тогда, в мое время, когда я был молодым, интересовался всем, вот как это не могут молодые ребята ингушской страны, чеченской, вот так искать это нитмены. Почему вы не можете быть нитменами? За справедливость, знаете, людьми за справедливость. Интернет, да, вы там и так сидите целыми днями, ночами, спите этим интернетом, с телефонами, замуж, женились на этот телефон. Почему у вас вот все у вас есть вот это? Вам отец не нужен, мать не нужна, вот телефон, интернет, социальные сети, это ваша семья. Вот почему у вас нет вот справедливости, вот это я не пойму, стремление к этому.
Почему не хотите знать правду? Тоже это непонятно. И вот это не только ингушам. Вы думаете, я обращаюсь, нет, это чеченцам, чеченским парням. Вот 20-летний, 15-летний, 17-летний даже знает, как вот создавать сайт, все, вот все знаю. Вот просто справедливость. Если врут чеченцы, когда вы чеченцы врете. Если врут ингуши, когда вы ингуши врете. Потом, они это не про чеченцев, это про ингушей. Это они начинают, они это притязания, они это бегают, они это сочиняют, они это придумывают всю свою жизнь. А это они. Веками они вот с сказать, этими властями русскими, и вот они за нашу спину нам гадят. Вот, конечно, вот зерно вот этой ненависти, этой вражды, злобы сидит вот этот Назрань, адрес Назрань, не Грозный, Назрань. Вот сейчас Назрань, раньше были какие-то другие вот эти, и вот сейчас Назрань сидит зло, вот он хочет, я не знаю, чего он хочет. Не было истории, чтобы, конечно, зло побеждает, но она время побеждает. Она не может победить добро. Надеюсь, все у нас устроится, все будет хорошо. Я как бы не собираюсь сейчас, я не смогу собраться с мыслями, потому что вот после того, что я сегодня прочел, мне вообще неинтересно об этом говорить. Как это можно? У меня очень много материала, просто я напечатал, но не читаю. Иногда фрагментами. А сегодня хорошо сел, все прочел. И как это вы не видите, товарищи? Что это не просто так. Для тех, кто не понимает, вот я вам сначала сказал, не обращайтесь с претензией к русскому языку. Это я не обязан с вами шпекать на вашем родном. Как я могу, так и объясняюсь. Это мое правило. Я у себя дома к вам не пришел. Вам устраиваться на вашу работу не пришел. Вам поклон я не пришел, деньги просить. Я у себя дома. То, что я хочу, то и делаю. Вы сейчас никак не можете, вот сейчас в последнее время очень сложно вам что-то там подобрать ко мне. У вас было то одно, то другое. Если не это, то третье, то четвертое, то пятое, угрозы. Но, знаете, я надеюсь, хоть один какой-то, я знаю, этот человек, это хотя бы, думаю, это неправильная речь, это все это вместе, это очень массовая информация. Вот хотя бы кто-то из Чечни там для информации хотя бы это прослушает, то я буду рад, что вот они, вот у них же нет это, они же росли в таких обстоятельствах, которые рос я, я всесторонний человек, и не надо, можете иметь там под закрытым лайком, там посылать кого-то, вот можете, нужно иметь вот так открыто. Вот я говорю, почему, вот, Ингуш, ты не согласен со мной, ты считаешь, я провокатор или фитнес делаю, что-то я делаю. Вот сядь, ты еще хорошо разговариваешь по-русски, еще понимаешь, наверное, это технология, можешь смонтировать. У меня лайв-эфир. У меня лайв, я не могу слово убирать. Это вот сядьте и поговорите. Вот тогда я посмотрю, что говорите вы и что говорю я. И вот отвечайте. А не против. Я даже, если кто-то там начнет, я тоже буду отвечать. Вот такие дела. Или, скорее всего, не надо на вас знак внимания, вот на ваши эти посты, на ваши вот это специально так делать, чтобы я потом про вас говорил эфир. Вот такой. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Одинокий во всех смыслах. Так что пока-пока.